О человеке, добившегося признания в политике, принято говорить: он добился всего, у него есть и власть, и деньги. Только справедливо ли будет сказать так о том, кому слава и успех, ненависть врагов и безмерная любовь собственного народа, всевозможные почести и непредсказуемые опасности пути политика пришли в 30 лет? Честно ли забывать при этом, что судьбу лидера ему предопределила глубокая личная трагедия? 9 мая 2004 года. Самый светлый праздник всего народа. Неважно, мусульманин ты или христианин, русский или чеченец, это день победы. День, когда человечество победило фашизм. Этот день оборвала жизнь того, кто освобождал родную землю от чумы не менее страшной, чем фашизм. Ахмад Хаджи, истерзанный взрывом, победил навсегда. Я стал на путь спасения своего народа. Мудрый и отважный человек, своей гибелью достойной и мусульманина, и клонаха объединил народ, завещав им прощение друг друга и процветание. Я занял опять ту позицию, которую я должен занимать по исламу. Уже тогда Рамзан, младший сын первого президента Чеченской Республики, бессменный телохранитель, водитель и помощник, пользовался в республике широкой известностью и авторитетом. Во многом благодаря независимости суждения, личному мужеству и безграничной преданности делу отца. Рамзан был свято убежден, что путь, избранный Ахмад Хаджи, единственно верный среди того хаоса, который воцарился в родной республике. С того самого дня Рамзан Кадыров становится главным человеком в республике. Ему всего 28 лет, но именно с ним связана надежда народа на то, что война наконец завершится. Уже тогда, в 2004 году, было понятно, что силы международного терроризма обречены на бесславный конец. В июле 2004 года Рамзана Кадырова назначают первым вице-премьером. Главная ставка Рамзана, отвечающего за силовой блок, была на правоохранительные органы. Он призвал милиционеров прислушиваться ко всем проблемам людей. На самые ответственные посты были назначены люди из числа единомышленников первого президента. За короткий срок ситуация стремительно изменилась. Если до этих пор теракты в столице республики были делом чуть ли не ежедневным, то уже к концу 2004 года они стали носить единичный характер. Главной задачей стало уничтожение главарей банподполья. Подразделениями МВД по Чеченской Республике за период с 2004 по 2006 год было ликвидировано более 40 эмиров. В результате спецоперации были уничтожены руководители банподполья. Вместе с тем, каждый желающий прекратить вооруженное сопротивление, но не запятнавший себя кровью, мог в любое время прийти и сложить оружие. Рамзан Кадыров давал личные гарантии того, что человек может жить спокойно, если, как уже было сказано, он не запятнал себя кровью безвинных жертв. Тогда еще Ахмад Кадыров начал вытаскивать из незаконно вооруженных формирований людей, одурманенных ложными идеями под предлогом джихада. Он всегда говорил: наша задача не в том, чтобы уничтожить всех, а спасти кого только можно. Это наши заблудшие соплеменники, и надо возвращать их своим семьям и республике. Уже на момент гибели первого президента более 3000 человек сложили оружие и вернулись к мирной жизни. Многие критиковали Кадырова за этот шаг, звучали чуть ли не обвинения в сговоре с бандитами, но время доказало правоту Ахмад Хаджи и Рамзана. Пусть и с опозданием, под амнистию, фактически сохранившую жизнь тысячам людей по обе стороны фронта, была подведена правовая база. В мае 2006 года глава антитеррористического комитета России, директор ФСБ Николай Патрушев объявил амнистию всем, кто добровольно сложит оружие. До 15 января 2007 года с повинной пришли еще более 600 человек. В общей сложности более 8000 человек покинули ряды НВФ и вернулись к мирной жизни. В большинстве своем эти люди вступили в ряды правоохранительных органов и доказали свою верность чеченскому народу. Сотни человек из числа бывших участников НВФ награждены орденами и медалями. Десятки погибли, выполняя свой служебный долг. Так было до некоторых пор, но 2009 год вместе с издержками глобального мирового кризиса принес и новые испытания. Испытания для Чеченской Республики и для чеченского народа. Этот год был обозначен новым витком борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. Весь последующий период до сегодняшнего дня нес новые угрозы миру и стабильности в Чеченской Республике. Президент Чеченской Республики отреагировал на эту угрозу незамедлительно. С 15 мая обозначилась и новая тенденция в действиях Рамзана Кадырова. На пятничной молитве в Центральной мечети президент республики дал понять, что время компромиссов с бандитами прошло, и отныне правоохранительные структуры республики будут их только уничтожать.
حاجة نص عمر ممكن ده شيء ولا وتانجل ساعة إيه تنبش تبغى بس تبغى والله يزدهل تعمل جو كده ساعة إيشك بيرس أدالين بيرس وآخرين شو تاني بس عبر شو نص بباب بس كده هو شو عدونا ديل دين شريعة طريقة اللي يربوسهم نابو هو شو عدونا مخ ديبو شيء بيرس تعاوسين قوة الغاء مخو يتني بيرس نعطيه دولتريز اللي يجيبوا ناخ ديز شن تايبادو شن تقمدو شن فيدو شن مسلم عرب ولا شيء قوة الله مسألة يز إيش آية عن شو واحد يز سيء والله بالله دلله يصديو بلبل ظلم خير ما توش إسبيري هذا إنسان يلومش حلو سر ما يأكشن شو كمان يرمي إيش آخر ما يأكش كده. Новые обстоятельства диктуют новые условия. Именно этим были обусловлены новые инициативы президента Чеченской Республики. Борьба с терроризмом стала насущной необходимостью. Новые вызовы требовали адекватного ответа. Была достигнута договоренность с президентом Республики Ингушетия о совместных действиях против бандита. Руководство нашли понимание и понимая то, что именно совместно чеченские, ингушские, дагестанские милиции, руководство можем достичь успеха. Успех один – мирная цветущая республики. Это стало адекватным ответом против вызова времени. За несколько месяцев были достигнуты существенные успехи. Следует подчеркнуть, что ресурсы бандподполья закончатся, в отличие от ресурсов народа, стремящегося к мирной и созидательной жизни. И движущей силой всех этих преобразований является именно президент Чеченской Республики. Конечно, в последнее время на улицах Грозного взорвалось немало смертников, но не они определяют будущее республики. Его определяет тот, кто саму свою душу положил на алтарь этого будущего, то есть Рамзан Кадыров. Именно с ним связывает свое будущее народа Чеченской Республики. Время расставляет все по своим местам, и роль Рамзана Кадырова в истории чеченского народа тоже определит время. Тем не менее, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что ни одна личность из числа чеченцев не оказала того влияния на мировую историю, какую оказал Рамзан Кадыров. Оценку его неординарной личности даст сама история. Нам же лишь остается констатировать, что имя Рамзана Кадырова также неразрывно связано с историей чеченского народа, как и имена Бибулата Таймиева, Байсангура Биноевского и Ахмата Кадырова. Республика сегодня развивается по пути позитивных преобразований. Именно Рамзан Кадыров стал той силой, что сподвигло ее на этот путь. А значит, все у нас будет хорошо. 5 октября Рамзану Кадырову исполнится 33 года. Самый расцвет жизненных сил. Дай Аллах долгих лет ему и в жизни, и в политике.